правления Джанибека Крым постигло серьезное бедствие – эпидемия чумы, которая, зародившись в пустынных областях Китая, с 1330-х годов медленно распространялась по странам Азии. К середине 1340-х годов чумой уже был поражен столичный регион Орды, а оттуда эпидемия была занесена в Крымский Улус, где достигла наибольшего распространения к 1347 году. По словам очевидца эпидемии, Кадия из города Крым, на полуострове от чумы ежедневно умирало по 1000 человек, а общее число погибших составляло 85 тысяч, не считая тех, которых мы не знаем. Разгар эпидемии совпал с военными действиями в Крымском Улусе. Незадолго до того Джанибек вошел в конфликт с итальянскими торговцами и отправил к генуэзской Каффе свои войска, которые осадили город. Во время осады вспышка эпидемии разгорелась в рядах ханского войска. Широко известен эпизод, когда, отчаявшись в успехе, ордынская армия стала забрасывать катапультами чумные трупы в осажденную Каффу. Генуэзцы сбрасывали эти тела в море, однако чума перекинулась на город. Население Каффы почти вымерло, но Джанибеку так и не удалось взять ее. Его армия была ослаблена эпидемией, а генуэзцы успешно оборонялись. Хан снял осаду, а спустя несколько лет отношения Орды с Генуей были урегулированы новым мирным договором. Однако эти события имели печальные дальнейшие последствия. Корабли, возвращавшиеся из зараженной Каффы, завезли чуму вначале в Византию, откуда болезнь распространилась на Ближний Восток, а затем и в Италию, из которой эпидемия быстро разошлась по всей Европе. Эпидемия бубонной чумы 1346-1353 годов на Ближнем Востоке и в Европе стала самой фатальной из эпидемий, известных в истории человечества. По разным оценкам, общее число ее жертв составило от 50 до 200 миллионов человек. Одной из наиболее пострадавших стран стала сама Золотая Орда. Ее утраты ученые оценивают примерно в 1/3 или 1/4 всего населения, то есть по приблизительным подсчетам около 750 тысяч человек. Эти утраты ускорили наступление в Улусе-Джучи глубокого многолетнего кризиса, после которого Орда больше не вернулась на свой прежний уровень развития. В долгосрочной перспективе этот кризис приблизил распад Золотой Орды.